Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Наконец-то я в гостях у своих детей, у дочери Розы и зятя Андрея. Мне так здесь понравилось, не только мне, даже детям. Любуюсь красотой. Я никогда такую красоту, можно сказать, не видела, не потрогала. Все так красиво. С первых же дней я начала любоваться красотой, а потом домом. Я очень рада, что мои дети живут хорошо. Все у них благоустроено. За какие-то короткое время они смогли построить дом с нуля. И навести такую красоту, это не каждый человек может. Как будто здесь жили где-то лет 10-15. Вот такие мои дети. Приехала моя внучка Милана, забрала мальчиков к себе. Они будут ходить на море. А мне еще не очень-то хочется на море, потому что я хочу находиться со своей дочерью. Поговорить, побеседовать, поделиться, выплакаться, поплакать, все вот так. И любоваться такой красотой. А на море еще успеем. Вот сделают машину на днях, и зять Андрей нас повезет купаться. Я приехала не из-за моря, я приехала из-за детей. Вот самая главная цель у меня такая. Дочка мне делает массаж. Полностью она мне делает. Знаете, на второй день мне стало даже лучше. Но все у меня застывшее. Уже я 3 года массаж не видела. А здесь красота. Я думаю и надеюсь, что целебные руки моей дочери меня поставят на ноги крепко. Вот я с наслаждением получаю массаж, любуюсь красотой. Ем все вкусненькое, все готовое. Я как в санатории. Ой, красота, вы бы увидели. Я, конечно, по ролику только видела красоту такую, любовалась. И иногда по видеосвязи видела все, любовалась. А теперь я могу и потрогать, и понюхать все. Каких только сортов роз у нее нету. Не зря мою дочку мы назвали Розой. Вот какая красота, и лаванда, все. Такой аромат. Посмотрите. Ой, чудо какое. Сегодня будем обрезать. Вчера на улице обрезали уже. Огромный куст обрезали. Уже отцветает. Она и таких хорошеньких тоже обрезала, а мне плакать хотелось. Я говорю, не обрезай. Положено говорить так. Чтобы быстрее пошло второе цветение. Посмотрите, какая красота. Вот. Ведь тоже надо время и труд вырастить такой сад. Нет, оно уж само растет. Тут же юг, тепло. А вот здесь... Поливай да удобряй. А вот здесь вот такое чудо. У нас тоже стрельбашевые тоже продавали. Я боялась купить, что у нас вырастет или нет. Вместо прививки может вымерзнуть. Но если укрывать, я думаю, попробовать можно. Кто не рискует, тот не шелковит. Мы уже вчера с детьми здесь побыли. Ели. Очень вкусно. Как тебе там климат, акклиматизация? Как себя чувствуешь? Как твое сердцебиение, давление, сахар? У меня все нормально. Сахар у меня 7,2 сегодня утром. Но для меня это норма. Потому что у меня около 30 лет сахарный диабет. Вот как. Давление нормальное. Акклиматизация, могу сказать, только спать хочется. Ага, спит. Ага, сплю, очень много сплю. Я сплю, ложусь спать, вроде
чуть-чуть хочу полежать, а встаю, у меня стол накрыт, все убрано, все чисто. С утра встаешь душевой, пожалуйста, все условия. Поем, любуюсь, и массаж, и лечение. Как в санаториях. И санаторий не надо мне. Вот такое чудо я первый раз видела. Вот посмотрите, мои хорошие. Вот. Как называется, ты сказала? Туя обыкновенная, Туя. золотая. Золотая, то и вот с какими-то Семена. семена. Красота. Иди сюда, что-то покажу. Ты вчера спрашивала, где они. Вот они. Грибы. Грибы. Дождик был, гриб пошел. Они несъедобные? Съедобные. А мы будем их кушать? Нет. Боимся. Там кто-то их ест. А тут червяк. Угу. Кто-то уже до нас съел. Еще где-то, значит, есть. Дожди-то были. Осенью тут будет, наверное, грибница. Вот такие розы у моей дочери. У нас, наверное, такие не вырастут. Укрывать? Ой, укрывать все. Тяжело штамп укрывать. Тяжело, конечно. Его надо сгибать. Его сажают вот так, под 45 градусов изначально, чтобы легко было, чтобы она не сломалась у этого, у ножки. А если сломается? Все, выкидывать. Лучше не надо. Будем любоваться здесь. Фотки буду присылать. Приезжай каждый год. Ой, если будет возможность, посмотрим, как здоровье. Но мальчишки хотят каждый год. Ты видела мою кисть винограда? Сигнальную кисть оставила. Вот посмотрите. Полметра. С ума сойти. Ага. А сорт не знаю какой, потому что вот оставила бирку, никуда не записала, а там все стерлось. Что за сорт, не знаю. Но мощный куст, он вообще у меня куда-то далеко ушел. Да. В этом году формирую рукава, на следующий год уже будем урожай. А в этом году просто сигнальная кисточка осталась. Яблоня маленькая, а яблок сколько? Угу. И червей нет. Нет. Здесь разные букашки есть, я могу сказать, букашки. Что только нет, я еще вам покажу. Ой, улиток я много увидела здесь. Везде они. Здесь что только нет, поэтому приходится постоянно вроде травить. Вот посмотрите, мои хорошие. Яблоня. А вот здесь у нее любимые ягоды моего внука Кирилла. Ежевика. Ежевика. Вот они. Вот. Вот посмотрите, они скоро созреют. А вот здесь очень даже много. Вот, посмотри. У меня тоже есть ежевика, но почему-то не растет. Не знаю почему. Или я ухаживать не умею. Утерпсалисма. Красота! Вот вчера вечером тоже сидели, прогулялись на улице, потом сидели здесь, долго разговаривали. Комаров нет почему-то. И мох толком не видно. Мух мало, комаров иногда бывает. А так хорошо, да. Красота. Птичка поет. Угу. Здесь вон помидоры. Там теплица. Дай Всевышний вам жить долго, счастливо, дружно. Спасибо. Радоваться, что у вас есть. Я очень рада, конечно. Красота. Даже иногда не верится, неужто моя дочь с зятем построили такой огромнейший дом без никакой помощи со стороны родителей. Я представить не могу. И кошки тут добрые, гостеприимные.
Ась. Красота. Воздух тоже хороший. Просто мне пока спать хочется. Акклиматизации. Да все пройдет это. Самое главное, у меня сердцебиение хорошее. Таблетки принимаю вовремя. Давление в норме. Все хорошо. Голова, ничего не болит. Отдыхаю, наслаждаюсь. Вот у меня маникюр. Вот у меня педикюр. Дочка меня вчера водила. Первый раз педикюр делала. Маникюр я делаю. Сейчас не успела. Тоже сделает мне внучка Аня. Когда поедем в Новороссийск. Она сама мне сказала. Милана тоже хорошо живет. Скоро поедем к ним. Увидимся. Будем гостить у них тоже. Будем купаться. Вот уже у Розы кабачки есть. Вчера сделала такие вкусные оладьи. Я никогда не делала. Попробовала. Детишкам тоже понравилось. У меня тоже скоро кабачки вырастут. Я тоже буду делать лависа. Вот здесь у нее огурчики. Мы вчера собирали. Она уже малосольнее делает. И на зиму начала уже заготавливать. Мелкие люблю. Да, мелкие. Маленькие собираю, да, мариную по 2-3 маленьких баночки. Вчера ели малосольных. Очень вкусно. Малосольные делаем на минералке. Очень вкусные получаются. Расскажи рецепт моим подписчикам. Будут у меня спрашивать все равно. На литр минералки. Ну, короче, беру 3-литровую банку. Нужно 1,5 литра минералки. В эти из расчета на литр надо 2 ложки сахара столовые, соли 4 сахара. Да, это на литр. 1,5 болгаш, 1,5 умножаете. Все это заливаете, так же как хрен, мрен, все, что чеснок, приправы, все это закрываете в теплое место на сутки, а потом уже готово в холодильник убираете и едите. Там не было. Вкусно получается. Очень вкусно. Биттемне. Биттемле балда. Ага, вчера ели так. Сейчас я вам покажу смородину. Посмотрите, мои хорошие. Вот это да. Вот, она обработала. Вот, посмотрите. Крупная смородина. Да, хороший сорт, черенкую. Ой, размножаю. Нет, вот эти 2 куста хороших, но этот еще и слаще. А тут горит. У нас на юге смородина очень тяжело растет. Это персик? Она горит. Это персик. Они у меня заболели тоже. Пришлось обработать, но до созревания... Вот болезнь. Да, это дырчатая пятнистость. Клястия спариоз. Ой. Посмотрите. Скоро пиша созреет. У Демьяновны уже ранний сорт созрел. Когда мы уедем, созреет. Да. Мы на рынке купим. Детей-то все равно накормим персиками. Как это на юге побыть и персиков не поесть. И забыла, как мы... Инжир. Вот инжир. Посмотрите, как виноград она повесила. Красота. Угу. Вот. Это очень крупный сорт. Ой. Вот как палец будет каждый день. Это только начало же. Ой, посмотри вот здесь. С ума сойти. Посмотрите, мои хорошие. У нас же виноградный край, тут же винные заводы, винные дома, экспортируют много. У нас ничего толком не растет. Косточковые хорошо растут и виноград. Штамбовая роза? Да. Здесь очень было много цветов, когда Роза мне сфотографировала. Она обрезала. Скоро прям вообще вот сегодня надо будет полностью обрезать. Прошел ливень, все побило, да? Ну нет, и так и отцветает. Ливень побил у меня другой куст. Здесь под навесом нет. Под навесом хорошо им. Ой, какая красота. Ты это не пожалеешь, обрежешь? Нет, не жалею.
А мне жалко. Уже большое дерево, уже до крыши достает. Да. А вот эта роза еще лучше. А вот здесь сейчас посмотрим на улице. Это обрезали вчера. Вчера полностью обрезали вот здесь. Мне жалко было, она обрезает, кидает, обрезает, кидает. Это ужас было. Это книхофия. Угу. Вот еще розы. Вот эту можно уже обрезать. Я для букета срезала, но правильную обрезку еще для второго цветения не делала. Вот еще роза. Это срезочная роза, сорт не знаю. Отрезаешь. Как искусственные розы. Ну, как магазинные. Как можно вот, как срезочная роза. У мамы в комнате стоит букет. Да, так и стоит. Вот, да, перед она долго стоит. Срезами ты же срезала, да? Угу. И также стоит, как потрогала я, как искусственные. Думаю, искусственная роза или нет. Думаю, искусственные не поставить. Лаванда. Пойдем покажу лаванду. На лаванде много пчел. Ой, бабочки. Ой, какие они хорошие. Да, красота. Вон оттуда. Давай. Когда вон оттуда мы повернулись в эту сторону, нас встретил парень Аня. И мы оттуда повернулись. Я как увидела вот здесь это, думаю, тут живет, наверное, моя дочь. И точно я угадала, потому что у нее такая красота. Очень даже красиво, очень даже. Тебе не кажется, что у нас облака низко? Да, кажется. Да, они прям как будто над крышей, Я над головой. Внимания не обращала. Да, я когда приехала, я сразу на это обратила внимание. Вот облака прям над головой. Вот здесь детская площадка. Ну, очень, конечно, дети шумят. Вечером шум, гам, да, есть. Гам, крик, визг. Иногда думаешь, не случилось ли там с кем-нибудь что-нибудь. Случается тут. И падают, и плачут. Родители не следят, отправляют даже маленьких и не следят за ними. Больше вопросов тут к родителям. Тут они камнями друг на друга кидают. Вот таких вот маленьких отправляют одних. Все, хотя так не положено. У нас в Краснодарском крае до 7 лет нельзя отправлять детей одних. Даже за пределы забора. Все. Наверное, закон везде так. Нет, Краснодарский край, да, очень жесткие требования к воспитанию вот детей. Вот такой кустик понравился. Как бархатный. Бархатный. Ослиное ухо называется, да? Вот посмотрите. Ослиное ухо. Ну, он так некрасиво цветет, поэтому я... Вот мне нравится, когда он низкий. А вот, наверное... вот сейчас цветок. покажу. Некрасивый. Как сорняк, да? Некрасивый. Потрогай вот эту желтую траву. Можно нарвать. Понюхай. Ой, это не мелисса? Я не знаю, мята какая-то. Очень вкусная. У него цвет такой специальный, желтый. Как шабрез пахнет, как шабрез. Ну, это мята сортовая она какая-то. Можно, надо срезать и насушить. Угу. Срежем. Все, забывай уже. Ой, лилейник скоро расцветет. У меня красивый лилейник. Цвет оранжевый? Мне Роза прислала, подписчица. Нет, не оранжевый. Очень красивые. И лилия красивая тоже Роза присылала. Угу. Вот хочу отсадить луковицу, отдельно куда-нибудь посадить. Ой, запах такой ароматный. Угу. Корнем нельзя потом перед отъездом? Не знаю, можно, наверное, попробовать. Попробуем все равно. Хоть маленький. Я маленький черенок покупала. Можно черенковать, но не успеет укорениться, наверное. Угу. Красиво очень. Я очень довольна.
Вот так, мои хорошие, каждый день, каждый раз, несколько раз в день я выхожу, тут снег поем, огурчик сорву поем. Горох. Горох там еще есть. Больше нечего пока кушать. Зеленый. Любуюсь и любуюсь. Вот какая красота. Вот. Смотрите. Это гацани. Мои любимые цветочки, бордюрные. Вот хоста у нее. Посмотрите, у меня другая хоста, у нее другая. Красота. Это самое неубиваемое на юге. Остальные у меня все горят, даже в тени. Жарко? Сухой еще воздух. Вот уже печет, да? Ветер вот высушивает листья. Посмотри, только что ветер был, и только уже все. Тут нет. погода в день по 10 раз меняется. А за зиму тоже. Ой. Сейчас квасонку себе повезу. Да, сейчас покажем, чем мы утоляем жажду на юге. Да. Квашу 3-литровыми Пьем. пьем. 3-литровыми банками пьем. Их называют баллоны. Баллоны? 3-литровая банка это баллон. Ну, 5-литровый бывает, но баллон 9 литр. Но я привыкнуть не могу еще. У меня это все равно пока банка. Я еще не окубанилась, наверное. Красота. Ой, елка холодная. Потрогай. Сук. Когда сильно жарко будет, выйду от него. Я тебя, ладно? Все, пошли домой. Пошли. Нас поселили в отдельные комнаты. Мальчики наверху, я Да, внизу. на 2-м этаже, мансарда. Везде, Кондиционеры в каждой комнате. да, везде кондиционеры. Хорошо. Короче, очень хорошо, мне понравилось. Дай Бог еще раз приехать. И дай Бог, чтобы дети тоже к нам приехали все отдыхать. У нас, конечно, такой красоты нет, но... Ну, у вас другая красота, у вас красивый лес. Да, лес можно. Можно на лыжную базу съездить, позаниматься. Там в лесу тоже можно заниматься, на роллеры кататься. Все можно. А зимой на лыжах. Как переносишь жару? Пока на жаре еще не ходила. Выхожу, захожу, дома хорошо же. Дома очень хорошо и свежо. Поэтому пока все хорошо, просто спать хочется. Вот. Юля тоже из севера приезжает, постоянно спит. Дело свое делает и спит. Я говорю, как можно так спать? Потому что меняется климат, меняются еще и часовые пояса. Наверное. К часовому поясу тоже же надо привыкать. Когда на пояс села, мы же в 6 часов вечера сели. Где-то в 11-12 мне как-то немножко плоховато было. Я испугалась. Ну, сердцебиение поднялось из-за тряски, что ли, скорый пояс, потому что испугалась, конечно. Не дай бог, думаю, скорую вызовут мне и оставят где-нибудь. Но слава Всевышнему, я свои таблетки принимала, успокоилась, все хорошо, доехала хорошо. Так хорошо себя чувствую. За меня, мои подписчики, мои хорошие, мои зрители, не переживайте, все у меня хорошо, я у дочери наслаждаюсь.